Дорогие друзья, сейчас наступила очень жаркая пора, наконец-то лето у нас в Якутии, и огородники приступили к посадкам, в том числе картофеля. Как правильно сажать картофель, нам расскажет, покажет, даст полную инструкцию наша давняя знакомая Людмила Иннокентьевна Иванова. Людмила Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какую картошку вы любите? Ну, в этом году мы решили картошку поменять. До этого мы несколько лет подряд мы сажали розану. Угу. И там еще то, что останется от зимы, тоже сажали. А в этом году мы купили новый сорт. Сорт называется вот алует. Вот эти вот. Его купили в этом лаборатории земледелия Республики Саха-Якутия. Там лаборатория есть. Вот у них и мы купили вот этот вот сорт алует, вот это и вот это. А это сорт, новый сорт, ну, он старый. Классика. Как называется? Синеглазка. Угу. А они же как-то в народе различаются. Есть красный картофель, а есть белый картофель. Они к какому относятся классу? Это желтые картошки. Угу. Это синеглазка, а это вот алует мы в этом году Белый решили картофель. посадить. Ну, вообще рекомендуется это. Время от времени сорт надо менять. Это ваше постоянное поле Это картофельное? постоянное поле, потому что мы тут почти что никогда земля не меняется, и каждый год мы тут садим картошки и картошку, да, поэтому приходится как-то изощряться, Хотя всякие бы маневры применять. Севооборот Да, за счет да, разных сортов картофеля, да, применять? сорта картофеля меняем, потом мы сдавали анализ нашего поля, да, в лабораторию испытательную, и нам дали рекомендацию, что болбах не ложите, сказали. Угу. Лучше удобряйте азофоской. И 2 раза за сезон мы в бочку, ну, когда поливаем поле, мы туда добавляем 2 ложки уксуса. Ну, это рекомендации испытательной лаборатории. В смысле, на бочку целую? Ага. Вот на такую большую бочку, на 200-литровую, да, 2 ложки, столовые ложки уксуса добавьте, сказали. 2 раза за сезон и этим опрыскивайте. Ну, видимо, уксус такой должен быть такой концентрированный. 70%. А, 70%. Ага. И биогумус добавляйте, сказали. Но это конкретно имеется в виду... Конкретная рекомендация лаборатории. Да, именно относительно вашей почвы. Относительно только нашего поля. Мы тут снимали, мешочки относили в землю. Лабораторию там в 5 местах взяли и отвезли. И нам дали рекомендацию такую, потому что мы пришли к такому выводу, что у нас с картошкой почему-то стало с каждым годом все меньше и меньше картошки получать мы стали. Поэтому решили, отдали в лабораторию. Угу. Но для начала вы, конечно, занимаетесь вспашкой своего огорода. Ага, Ваш супруг ходит с этим аппаратом. Да, мы тоже спахиваем осенью, тоже перепашку делаем, когда все убираем урожай, все чистим и перепахиваем. Потом я кидаю азофоску эту на зиму, ну, пачку. Вот на такую вот, да. Потом весной опять Перекапываете. Перекапываем, ага. То есть весной, подготавливаете уже ну, земля к должна быть, да, весенним. под картошку земля должна быть мягкой. Ну, у нас, вы знаете, у нас суглинок почва. Почва суглинок, поэтому он тяжелый, тяжеловатый, поэтому нам приходится всяко разное тут применять. Но здесь вы поделили так условно, я вижу ваше поле, здесь у вас будет другая культура, да? Ну, в прошлом году я здесь сажала кабачки, но кабачки неплохо выросли. Это мне кое-как муж выделил место, тут оставил каждый год, говорит, это расширяешься, говорит, картофельное поле занимаешь, говорит. Но в этом году я здесь хочу тыквы посадить. Здесь почва другая, чем там. Здесь у него чернозем, перегной агент, вот тут вот много должно быть. А потом вот там картофель. То есть как раз то, что нужно для бахчевых. Для тыквы. Ну что, начнем. Вот вы здесь приготовили уже. Это вот что в за тазу раствор? вода,
с фитоспорином. Мгм. Фитоспорин гуми, его разводят, ну это имеется в виду, я обеззараживаю картофель. Ну Мгм. где-то полчаса он должен тут лежать. Постоять должен. Постоять, Мгм. ага, в воде с фитоспорином или тут, раньше, когда этого фитоспорина я не знала, я тут делала адскую смесь, прямо там борная кислота, марганцовка и так далее, да. Мгм. А сейчас вот фитоспорин, мне он устраивает, поэтому вот фитоспорин 3 столовые ложки на 10 литров воды Мгм. разводится, и туда помещается вот эта вот картошка. Вместе с корзиной помещаю, потому что эти вот ростки, не надо их ломать, я их Мгм. вот так вот вытаскиваю. Аккуратно, осторожно. Ага, и иду сажать уже. Мгм. Ну что, Вместе с- начнем сажать? Да, Мгм. ага, вот эту вот корзину эту вытаскиваем, Мгм. потом вторую корзину туда ставим, Закладываем. ага, Мгм. вот в эту То есть воду. сегодня картофельный день Ага. у Но знаете, Людмилы если Иннокентьевны. это вот картошка, мы купили его в этой лаборатории тоже, да, эту картошку, вот алует, новый сорт. Ну, раньше я их не видела. И они, по-моему, даже сейчас вот мы смотрели на рынке, алуета нету. Ну, посмотрим, как вырастет. Мгм. То есть это новые совершенно Это сорта совершенно новый для сорт. вас. Для Мгм. нас новый, ага. Мгм. Может, кто знает. Так, Вот с ну этой сейчас мы идем вот с этой вот корзиной мы идем вот сюда вот. уже на грядку. Уже на грядку, на поле картофельное. Картофельное поле мы стараемся не топтать, тут табунами все не ходим, да, за картошкой. Ну вот доски мы прикладываем, чтобы И по ним ходите. и по этим ним доскам. ходим, ага. Делаем лунку. Вот у меня Вы смотрите, как хитро сделали. Это вот для чего вы так натянули вот эту эта веревочку? веревка, но Это как бы ориентир, да, чтобы ориентир вот ровненько прямо, было? чтобы вот так вот мы посадили, вот по этой веревке мы садим. Но и еще мы делаем это. В прошлом году мы садили поперек, Мгм. вот так вот. Садили картошку. В этом году мы садим вдоль. Мгм. Но говорят, если картошка чем-то болела, чтобы не попасть в то место. Понятно. То есть также Ага. какие-то вот меры предосторожности, чтобы ну, картошка меры была предосторожности. здоровой. Береженого Бог бережет. Хорошо. Будем иметь в виду. Ага. И вот тут вот делаем лунку, но не глубокую. Опять-таки земля, вы ее пролили ведь, да? Видно, Нет, что земля, тут картофельное поле никак не прольешь. вы это чисто вот как снег сошел, вот он Ага. сюда вошел как бы. И вот у нас нынче зима же была очень многоснежной. Многоснежная, Ага. и это много. У многих Но тут, порушила когда теплицы. копаем, мы смотрим. Тут обычно проволочники, вот с недавних пор появились проволочники. Ну, Мгм. лет 5 они меня Проволочники, да? замучили. Ага. Ой, Ага, и я их собираю в банки. И вот когда мы здесь копаем, они попадаются. то есть вы их вручную собираете? Они какие из себя? Такие жуки большие, да? Нет, не жуки, они такие желтенькие Червячки? червячки. Вот такой вот длины. Ярко-желтые. Желтые, белые. Они обычно видели, наверное, в магазине, там дырки бывают. На яблоке. На картошке? На картошке. А. Тут они делают дырку и откладывают яйца. О, Это с привозным картофелем, по-моему. Мы как-то привозные тоже садили, поэтому с тех пор у нас появился этот проволочник, этот появился. Мгм. Их нужно собирать руками. Мгм. Или я садила всяко разное, по периметру садила белую горчицу. Горчицу они не любят. Мгм. Мгм. То есть вы сажали сидираты? Сидират, горчицу сажала по периметру. И когда осенью картошка по мере возможности, мы там половину поля мы уже до выезда в город мы съедаем. И то, что там место освобождается, я туда сразу горчицу сею. Мгм. Мгм. Так, делаем Углубление. углубление. Люди делают большую ошибку. Ага, по моим понятиям. Потому что, когда они вот так вот выкапывают лунку, да, картошку кидают, потом вместе с ним сначала кидают удобрение, потом картошку сюда ложат, потом все закапывают. Мгм. Это Так, неправильно. это неправильно, я считаю. Потому что нужно сначала картошку ложить. Вот у него ростки. Ростки ни в коем случае не повреждаем. Их Ломать аккуратно нельзя. сюда ложим.
Некоторые же разрезают даже по глазкам картофель. Так Ну, тоже не это делать лучше? специально семенная картошка. Мгм. Ага. Если большая картошка, там, если у тебя картошки не хватает, то можно разрезать. Там по глазкам смотрят, 3 глазка обязательно должно быть. Мгм. То есть И на еще- одну посадку 3 глазка. Ага. И еще обмакивают в эту, присыпают золой и, и садят. Но это глазки желательно вот так вот наверх. Потом мы его присыпаем землей. Вот так вот, да? Мгм. Поэтому я 2 дня картошку сажаю. Мгм. Ага. Потом нам рекомендовали, вот я купила в этом году в магазине исполин вот для картофеля. Мгм. Вот это вот. Это Ну, тоже какое-то минеральное удобрение, да? ага, это органоминеральное удобрение для картошки. Но, говорят, хорошее. Он такой вот гранулированный, можно его вот так вот помять. И сверху вот так вот сыпем. Потом вот эта картофельная формула, это у меня от этого, от проволочника. Мгм. Ага, тоже его вот так вот, где-то столовую ложку вот так вот сыпем, Мгм. чтобы проволочники сюда не подходили. Потом только вот так вот закапываем. Проволочники, жуки. Ага. Мгм. Я еще вот так вот Ой, червячки. червячки, чтобы червячков этих проволочников отгонял, они не будут подходить. Ну, вот так вот делаю еще. Мгм. То есть вы как-то вот не кучкуете, да, вот как некоторые? Ага. Ну, не Ну, потом же поднимаете. мы все равно будем, они когда по мере отрастания, ну, вот так вот они выглядят, мы Будете сразу окучивать. будем окучивать же, да? И расстояние, вот у нас веревка, потом вот у нас еще линейка есть, расстояние между рядами, вот этот вот, да, первый ряд пошел, второй ряд должен быть где-то 80 сантиметров, Мгм. вот так вот. Ну, вот. Примерно вот здесь здесь вот. вот второй ряд будет. Мгм. Ага. Мы его переносим сюда и тоже идем в второй ряд. Мгм. Ну, расстояние между рядами должно быть где-то 60-80, Мгм. чтобы было место, где окучивать, землю Мгм. где брать. Ну да, конечно. Мгм. Так, дальше мы идем, двигаемся. И вот сейчас мы немножко посадим, да, еще. Давайте еще посадим. Вот. Но вот тут вот приблизительно здесь смотрим, да, вот тут вот картошка сидит, потом вторая картошка, ну вот на глаз, если можно на глаз, да, чтобы она, когда вырастет, клуб не появится, когда много картошки, он же здесь только появится, он же здесь не будет его, поэтому чуть поближе, вот так вот. Мгм. И вот когда дождик пойдет, вот это вот то, что мы сюда положили, он туда картошки вниз пойдет. Мгм. Поэтому я говорю, вот это вот удобрение не надо кидать сразу потом картошку. Если так сделаете, то все, что вы положили, они туда вглубь земли уйдут. Сверху надо кидать. Вот картошку берем, вот так вот ложим, потом присыпаем землей. И вот тут вот, и сверху вот эту вот кидаем вот так вот. Мгм. И от проволочника. И от, да, проволочника Вот так вот. засыпаем. О, какой он желтенький такой. Желтенький, ага. И присыпаем землей вот так вот. Ну, почаще. Примерно расстояние, вот Расстояние, вы сказали, ну, от этой да. посадки до вот этой посадки. Ну, вот рядом почти что вот так вот надо. Но некоторые делают вот так вот канавку и туда кидают на штык, Ну, то есть, чтобы на это расстояние. убыстрить. Да, быстрее. Процесс. Ну, это, наверное, у кого большое поле и некогда с ними возиться вот так вот. Ну, а вы с такой любовью каждую картофелину буквально прямо вот как Любовью маленького надо садить, птенца чтобы выросло что-то. сажаете. Ну да, конечно, с Если не большой любить, любовью. то ничего не вырастет, Конечно. конечно. Значит, еще раз по картофелю. Вы рекомендуете все-таки обращаться именно за семенной картошкой. За семенной Не картошкой. брать... То есть люди как делают? Обычно съели свою картошечку и оставили мешочек для посадки на следующий год. То есть так лучше не надо делать, да? Ну, так лучше не надо, лучше семенную. Вот мы, например, Ну или обменяться с кем-то же можно? обменяться. Ну, если... Ну, обычно мы пытаемся покупать, проверенные Сорта, да, да. сорта, Ну, то есть, потому что, действительно... потому что у нас поле маленькое, и мы хотим
хороший урожай собрать. хороший урожай. А скажите, ежегодно, сколько вот у вас поле же небольшое, примерно 10 метров на где-то на метров 8, да? Это у меня муж прямо поштучно считает. Сказал, 300 с чем-то картошек надо здесь. А, да? Ничего себе, вот это да, у вас прямо экономия, я не знаю, и место, и да, действительно, чтобы вот так все компактно Ага, он посадить, нужно все рассчитать редки хорошенько. считает по Мгм. 80 сантиметров, потом это сколько здесь по месяцу лунок считает, и считает, сколько картошин надо. Мгм. А сколько вы собираете урожай? Но урожай, ну, где-то 4, наверное, куля. Мгм. Потом мы с августа месяца мы тут кушаем. Ну, вот 1/3, наверное, мы кушаем. Мгм. Потом осенью, ну, где-то 3 остается. Мгм. То есть молодую картошку вы уже начинаете в августе, В да? августе, ага. Ну, им, Выкапывать? чтобы прорасти плоды, им только надо 60 дней всего. То есть картофель это вот как раз Да. та культура, Ага. очень благодарная, Мгм. скажем так, да? Через 60 дней можно кушать. Мгм. То есть Ну, 2 второго- месяца, и, ага. пожалуйста, она уже 2 зацвела. августа уже мы выкапываем там. Мгм. Ну и чтобы плодородие почва не теряла, и невозможно же, у вас небольшой участок, и Мгм. невозможно делать какой-то такой хороший севооборот, да? Севооборот это когда на одном Много месте, земли, да. да, на одном месте высаживается разная культура, чтобы повысить урожайность. Да, ну, И вы еще раз повторите, как вы улучшаете, повышаете свою урожайность на ну, картофельном севооборота поле. тут слишком-то и не развернешься с этим севооборотом. Ну, раньше я делила вот это поле на несколько, ну, на 2 части и садила сидират 1 год. Мгм. И там вот картошку садила. И потом вот так вот меняла. Но сейчас семья большая, и этой картошки не хватает, поэтому этого не получается. Поэтому мы меняем картошку. Мгм. Сорта. Мгм. Сорта картошки, ну, к этому сортам относимся очень серьезно, подбираем картошку. Мгм. Поэтому мы тут 2 года сажали розалию. Ну, в прошлом году тоже был неплохой урожай, да. И в этом году мы решили вот его поменять, и вот алует мы купили. Мгм. То есть вот картофель, Ага. казалось бы, ну что там такого, да? Это Ну, просто так выкопал, говорят, ага. посадил, ну и все дела. Оказывается, это тоже целая наука на Целая сегодня, наука, да? ага. И вы все-таки стараетесь как-то прислушиваться к мнению ученых, да, к Да. селекционерам. Обязательно надо Да, прислушиваться. Потом, оказывается, не да. все так просто, дорогие друзья. Кстати, по поливу и по подкормкам. Но полив картошки, ну, если дождей долго нету, мы, конечно, проливаем. Проливаем картошку там из бочек. Мгм. И потом мы 2 раза за сезон мы в бочке растворяем. Ну, в прошлом году мы растворяли этот Уксус. уксус, 2 ложки уксуса, потом 1 бутылку такую биогумуса. Это за бочку. сезон, да? Ага, Мгм. за сезон 2 раза. И 1 большую литровую бутылку на 200-литровую эту бочку биогумуса жидкого. И его это Проливали. поле проливали. Ага. Мгм. Ну, это нужно делать, нам порекомендовали 2 раза сделать за Мгм. сезон. Скажите, когда вот слишком жарко, сколько раз вы картофель поливаете? И должна ли быть у картошки прям вот, ну, влажная какая-то, вот если, допустим, руку Ну, опустить? да, мы проливаем, если слишком, ну, 2 месяца, месяц там дождя не будет, то мы проливаем. Но надо пролить, желательно между рядами. Пролить и, ну, нам воду дают, например, с 3 до 9 тут летом, с 3 до 6, ну, 3 часа, по 3 часа дают воду. И вот 3 часа Летний мы водопровод. проливаем. Да, летний водопровод. Мы 3 часа и льем. То есть вы прям напитываете Ага, но картошку, после этого нужно обязательно рыхлить почву. подрыхлить. Ага, Мгм. чтобы земля должна быть мягкая. Так, сорняки. Ну, сорняки вместе с тяпкой уходят. Мгм. То есть, в принципе, Особо так и не боремся с этими сорняками, потому что когда тут окучиваем, эти сорняки мы это уходят. И еще от сорняков я вот тут вот по краю, да, я фацилию сажаю иногда. мгм. Это цветы тоже сидират, ну и они вот это вот
сорнякам не дают вырасти. То есть прям подавляют, да? Ага, подавляет Появление сорняки, и вот сорняков. по периметру я его сажаю. Ну, особенно здесь вот сорняки появляются, вот этот пырей тут прямо выскакивает. Ой, пырей это просто Ага. вот зло для огородников. Да, вот чтобы этого пырея мало тут выросло, я тут фацилию сажаю. Мгм. Ну здорово. То есть по краю у вас получается везде вот этот цветок. А сажаете вы, допустим, какие-то цветочки, которые отпугивают там тоже разного рода? А календулу можно, Календулу. календулу сажаю. Ну, это когда я огурцы, капусту сажала, я рядом с капустой всегда что-нибудь бархатцы или календулу садила. Сейчас в эту капусту не сажаю, поэтому, ну, сажаю иногда. Вот тут вот. Сажаю, вон бучки сажаю. Мгм. И еще момент такой, как вы боретесь опять-таки вот, чтобы удержать влагу? Делаете ли вы мульчирование? Но мульчирование такой, вы знаете, у нас такой климат здесь, да, особо так жарко не бывает. Но мульчирую я обычно, вот помидоры иногда мульчирую, когда там жарко бывает Слишком сильно, жарко, да? Мгм. А чем мульчируете? Травой. Травой, сеном, да, таким подсушенным, подвяленным, да, слегка? Прошлогодним травой. Очень здорово. Или вот тут вот, если это фацилия, она быстро растет, потом быстро это семена раскидываю, их вырываю и ложу, мульчирую там некоторые культуры, если надо. То есть вытряхиваете семена и потом мульчируете, да? Ну, пока семена они не набрали, а если семена они наберут, они тут рассыплют семена, и каждый год у вас тут фацилия будет расти. Но это хорошо или плохо? Хорошо ведь? Ну, хорошо. Но главное, чтобы она и дальше не захватила. Ага. Не, она дальше не захватывает, она растет там, где только семена свои. Хорошо. Давайте поговорим. Вот здесь у вас грядка. Вот здесь вы что посадили? Это у меня свекла, но недавно свеклу посадила, потому что свекла очень холод не любит, поэтому она теплолюбивая, поэтому Нежная недавно. очень. Ага. То есть вы прям семечками сажали? Прямо семечками сажала, Но и вначале прорастили, да? семечки прорастила в этой коробке пластмассовой. Ну, недельку она там лежала и раскидала. Я их закидала сюда. Это где-то... А можно показать? Вот сейчас они еще не вылезли, да? Они еще не вылезли, потому еще что я не недавно вылезли. посадила. Потому что, когда время сажать картошку, нужно сажать свеклу. Одновременно, да? Одновременно, ага, потому что... А если вот в этом году Холод. посевообороту, вот в прошлом году у вас в этой грядке что росло? Ну вот, морковка росла здесь, по-моему. И вы поменяли местами, да? Ага. Ну, Здесь особо- у вас Здесь у меня Грядочка. свекла была, по-моему. Ага. И, там морковки. Морковку я посадила тоже недавно. Ну, где-то больше недели, наверное. Но они уже выросли, потому что я их замачивала. Их надо замачивать. В этом году лето вообще, весна очень долгая, холодная, поэтому надо было, чтобы они быстро проросли. Поэтому я их замочила на сутки в теплой воде. Ага. это морковка. Это морковка, ага. Потом Замачиваешь, высушили. воду меняешь. 1-2 раза воду меняешь. Это Потому на что сколько дней? На один день? На сутки. На сутки. Ага, на сутки, потому что смывается эфирные масла. У них есть эфирные масла, поэтому эти эфирные масла, когда они там в земле, они очень долго растворяются, и они не выходят быстро. Ну, то есть для нас это очень актуально, потому что наше огородническое дело, хозяйство, лето у нас чтоб быстро короткое. и лето нужно короткое, потом успевать. быстро, чтобы они проросли. Помочь растениям, чтобы они быстренько Замачивать надо их. корень дали. Воду. Вода А сразу... вы здесь проредили, значит, Это лук, вот я севок. всегда сажаю совместно с луком, с севком, потому что существует 2 вида. Луковая муха существует и морковная муха существует. И они друг другу как бы Ага. помогают И бороться. морковная муха, когда подлетает и чует запах лука, улетает. Так. Ага. А луковая муха, когда подходит и чует запах морковки, тоже улетает. Не садятся они. И вот они друг друга защищают от вредителей. Поэтому их Ой, вместе это такой классный способ, дорогие друзья. Ловите лайфхак от нашей Людмилы Иннокентьевны. Я даже про эти хитрости и не знала, и не задумывалась. Оказывается, вот как можно. Потому что про это я
когда-то садила только морковку сюда, да, и Мгм. я один раз я увидела эту морковную муху. И вы испугались? Да, они прожорли, морковку съели же. Ой, да. Ага. Поэтому вот сейчас я стала вот так вот садить, они друг другу помогают расти. Мгм. И лук-севок И вы лук-севок посадили. мы на салат тут отсюда кушаем. А где-то. скажите, пожалуйста, вот у многих, например, вот лично у меня проблема с луком-пореем. Лук-порей, который ну никак не хочет у меня расти. Вот в чем причина может быть? И Лук как его все-таки, или что-то, может быть, почва А лук какая-то не очень долго такая? растет же. Ну да, Семенами, да. да. Семена такие твердые. Их тоже нужно размочить вначале, Ага, наверное, да? и они, когда эта твердая скорлупа лопнет, неизвестно, сколько там она будет лежать. Да, Поэтому в земле. Ага, их надо замачивать. Мгм. Ну, то есть это касается, видимо, В тёплой посоветуете воде. всех семян. Это касается и тыквы, вот вы тыкву так посадили, да? Огурцы, ну, что еще? Свекла. Свеклу тоже проращивали. Ну, потому что у нас лето короткое, нужно, чтобы они быстро взошли и начали расти, поэтому их надо замачивать. А вы вот мульчируете свои грядки? Нет, мульчу я особенно не заморачиваюсь, потому что у нас вечером тут прохладно. У нас днем жарко, но в любую жару в городе здесь прохладно. Здесь прохладнее. Все-таки мы на 16-м километре, мы это помним, что у нас здесь немножко прохладнее. Дорогие друзья, сегодня мы очень много полезной информации узнали от Людмилы Иннокентьевны. Дорогие друзья, можно заниматься огородничеством даже у нас на Крайнем Севере. Так что пробуем.